Доброе утро, дорогие наши телезрители! На календаре 28 февраля, понедельник, и это утро. И всю неделю с вами будем встречать мы в программе «Утро Якутии». Руслан Ачиров и Полина Долинская. Ну и, конечно, мы поздравляем вас с началом новой недели. Очень рады, что вы начинаете эту неделю вместе с нами, с программы «Утро Якутии» на наших замечательных телеканалах. Ну и, конечно, коротко расскажем о том, что сегодня нас ждет в выпуске. На улице значительно потеплело, солнышко светит все чаще и ярче. Кстати, многие мои знакомые даже отказались от общественного транспорта для того, чтобы именно наслаждаться погодой за окном. И, кстати, между прочим, друзья, сегодня необычный оригинальный праздник. Также ни для кого не секрет, что смех помогает не только продлить жизнь, но и вообще поднять настроение. Кстати, наш гость, он нам сегодня поделится секретами, лайфхаками и расскажет, как же все-таки держать хорошее настроение навстречу весне. Ну и, конечно, мы напоминаем, что вы также можете принимать участие в наших прямых эфирах, можете присылать свои пожелания, поздравления на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Также не забывайте про наш Инстаграм. И если вдруг вы по какой-то причине пропустили наши выпуски в прямом эфире, то можете их всегда посмотреть на нашем канале в YouTube. Кстати, Руслан, у тебя случалось такое, что во время работы, прям засыпал на ходу? Ой, я, наверное, вот прям про засыпать на ходу, это, наверное, скорее всего, про студенчество. А вот, между прочим, сегодня очень необычный праздник, 28 февраля. Отмечают День общественного сна. Считается, что этот праздник связан с явлением, когда человек засыпает на рабочем месте, за столом, на совещании, и так далее. Да, вот как видите, вот у нас наш коллега. Примерно так. И, между цвета, прочим, есть даже японская традиция, которая называется инэмури. Буквально это японское слово означает «присутствовать» и «спать». Традиционная японская культура имеет много тонкостей, однако суть инэмури сводится в общих чертах к тому, что дремлющий или спящий вне дома человек – это признак того, что он устает ввиду большого объема выполняемой им работы. Это своеобразный показатель трудолюбия. Именно поэтому в стране восходящего солнца распространена практика сна в общественных местах. И не только на рабочем месте, где она подтверждена принципами субординации и связана с социальным статусом. Во многом японская традиция связана еще и с тем, что люди действительно не досыпают дома, не успевая восстанавливать свои силы. Ни для кого не секрет, какую важную роль в жизни человека играет сон. Неспроста в народной мудрости, поговорках и пословицах сну уделено немало внимания. При этом изречения четко определяли разные стороны сна, как полезные, так и вредные, а порой они носят и философский смысл. Самому сну, как неотъемлемой части жизни человека, посвящен даже международный праздник. Всемирный день сна мы будем отмечать в марте, перед днем весеннего равноденствия. Так-то, конечно, приятно, да, в течение рабочего дня где-нибудь немножко поспать. Где-нибудь немножко в Японии поспать, и тебя никто не будет осуждать. Особенно, сразу тебя даже похвалят, скажут, ты так хорошо работаешь, что ты так устаешь, что вот засыпаешь просто на ходу. Очень жаль, что у нас еще такого нету, что такая практика у нас не распространена, хотя, я думаю, многим стоит взять на вооружение. Но, друзья, мы, конечно, очень сильно любим свою работу, и несмотря на то, что начинаем ее в самое раннее утро, мы засыпать не намерены. Мы просыпаемся для того, чтобы будить вас. Действительно. Я, кстати, вспоминая про сон, я почему вспомнил про студенческие годы. Например, мы очень много времени проводили в библиотеках, и обычно приходишь, что после пар, садишься, берешь все книги, и вот чувствуешь, что прям не можешь. Буквально хватает, вот как Штирлиц, 30 минут поспать, иногда даже 15, и как будто вот прям выспался. Может быть, это совет кому-нибудь и поможет? Да. А еще один из советов, как быстро взбодриться, это, конечно же, хорошее настроение, то есть те самые гормоны радости. И, между прочим, смех, он помогает проснуться. И гость нашей следующей студии нам об этом расскажет, потому что он тренер по радости. Митя Ефимов. Доброе утро! Доброе утро! Мы только что сейчас обсуждали о том, что смех помогает проснуться. Вот ваше мнение, вот тренеры радости и, по счастью, они как-то помогают людям именно для того, чтобы взбодриться и не спать на рабочем месте?
Да, безусловно. Дело в том, что, во-первых, я тренер по йоге смеха и учу людей смеяться. Поэтому, безусловно, я учу смеяться людей, да. И хорошее настроение, конечно же, помогает взбодриться, потому что мы повышаем общий тонус организма. Вот вы утверждаете, что йога смеха помогает в лечении многих болезней. Так ли это? Да, есть целая наука, Руслан, гелотология. Кстати, рад тебя очень видеть. Взаимно. Да, есть наука гелотология. И сегодня мы помогаем по целому ряду направлений. Прежде всего, конечно, профилактика респираторных заболеваний, в том числе ковида. У меня было 70% поражения легких, и я смог себе помочь буквально за 10 дней вернуться к прежней жизни. Во-первых, йога смеха называется йогой, потому что мы активно дышим, когда смеемся. Происходит очень длинный выдох. Это циркуляция кислорода в организме. И дальше это выход мокроты, состоявшейся из легких. Кроме этого, постковидная депрессия. Многие люди, которые переболели ковидом, страдают ей еще до полугода. Что происходит? Во время смеха вырабатывается эндорфин, гормон радости, который понижает уровень кортизола, гормона стресса, и вам физически становится хорошо. Далее вырабатывается иммуноглобулин, антитела, которые укрепляют иммунитет. И кроме этого клетки Т-киллеры, которые борются со всеми бактериями, вирусами, в том числе с раковыми клетками. Вот. И еще смех помогает. Это как внутренний, как массаж всех внутренних органов. Потому что вы, когда активно смеетесь, ваш выдох доходит до 100 км в час, скорость выдоха, и очень мощная такая вибрация создается. Ну да, действительно, столько всего положительного, и я думаю, нужно взять на вооружение. Но смотрите, мы сейчас живем в очень непростое такое время, то есть на протяжении 2 лет многие люди, они сейчас находятся в состоянии стресса. Тут не до смеха. А вот расскажите, как смехотерапия как раз-таки от стресса и поможет избавиться. По статистике, действительно, 80% людей сегодня в нашей стране находятся в стрессе. Дело в том, что наш мозг не различает искусственный или естественный смех. В обоих случаях вырабатывается эндорфин, гормон радости. То есть даже когда вы просто улыбаетесь, мозг считывает это и начинает вырабатывать эндорфин, гормон радости. Поэтому мы смеемся как упражнение, да, искусственно, но с помощью зеркальных нейронов быстренько заражаем друг друга, и состояние сразу изменяется. То есть большое количество эндорфина. Эндорфин в организме у нас отвечает за то, чтобы снять напряжение или стресс. Дмитрий, скажите, вы уже инструктор по смеху уже с большим опытом. На вашей памяти какой был самый смешной и заразительный смех? Ну, бывает же такие, что люди иногда смеются там. Смешные шутки. Да, они смеются, допустим, как будто, не знаю, чайки, да, кричат. То есть разными, допустим, криками животных. Вот на вашей памяти был ли какой-то смех, который можно вспомнить? Да, это был Дак. Я думаю, что вы видели его в интернете. Наш тренер по йоге смех, к сожалению, в прошлом году он ушел из жизни, но у него был очень смешной смех. Он смеялся, примерно так. Это правда смешно. Он смеялся немножко как поросенок, и его смех считался одним из самых смешных в мире. Это такая, прям про него снималось очень много передач. Но смех действительно бывает разный, и многие люди смеются, в основном мы смеемся на А, И или О. Как по мне, все люди в среднем смеются на А, примерно так. Но иногда смеются очень забавно такие, пенсионеры, они смеются на букву И. А еще вот так бывает.
Вот, Я ну, всегда думала, что я смеюсь на букву «и». Представляете, Полина, допустим, да, вдруг смеется, так вот, девушка такая, потом... Нет, ну иногда я могу. есть, знаете, есть очень злодейский смех. То есть это смех Да. на букву М. Знаете, как На смеется букву «М»? доктор Бло. Да, люди смеются по-разному, действительно, и смех каждого человека даже хотели отсканировать, ну, записать как индивидуально, потому что мы смеемся все индивидуально, но смеху можно научить, есть упражнения, и самое важное понять, что мудрецы давно обнаружили, что смех и улыбка – самое мощное оружие. И еще я повторяю снова и снова, наше оружие – доброе слово. Поэтому в этой сложной ситуации я всегда призываю людей. Главное, говорите больше друг другу добрых слов, смейтесь, обнимайтесь, вырабатывается гормон окситоцин. И все, что мы можем сделать сегодня друг для друга, это просто сказать, быть добрым и говорить добрые слова. Мы с сегодняшнего дня запускаем бесплатный проект по йоге смеха. В нем будут участвовать очень много моих друзей из-за границы, международных тренеров, для того, чтобы помочь людям легче справиться с нашими сложными временами. Поэтому просто если есть возможность, присоединяйтесь. Йога смеха России. Приходите заниматься йогой смеха для того, чтобы чувствовать себя лучше. Мы с вами посмеялись всего 2-3 минутки сейчас. Настроение улучшилось? Да, да. У меня щеки устали улыбаться. Дмитрий, а вот еще вопрос. У нас буквально 30 секунд на ваш ответ, да? Вы первый чемпион мира по смеху и недавно установили мировой рекорд. Можете об этом чуть, ну вот вкратце рассказать, ваши впечатления? 3 часа, да, Дмитрий, вы смеялись? 3,5, но я бы мог дольше. Просто получилось, что у нас уже 12 часов наступил день, и нельзя было... соседи, просто закон о тишине. Вот. Так, 3,5 часа я просмеялся для того, чтобы сказать людям not war, make love. Не надо воевать, давайте смеяться. Пожалуйста. Это все, что мы можем сделать сегодня для мира, что я могу сделать. Я могу просто помогать людям смеяться и радоваться жизни. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Очень рады были вас увидеть. Я думаю, что настроение так же, как и у нас, у наших телезрителей, повысилось. И это будет отличный, бодрый заряд на весь день. Спасибо большое, Дмитрий. Он смеется. Ну а мы сейчас прервемся на небольшую паузу и далее продолжим наш эфир. Доброе утро, дорогие друзья! Я надеюсь, это утро действительно для вас доброе и радостное, потому что мы с Русланом делаем абсолютно все, чтобы оно именно таким и было. Кстати, еще один приятный праздник, который выпадает на дату 28 февраля. Это начало Масленичной недели. Это веселые проводы зимы, и главными атрибутами праздника это традиционно были чучело Масленицы, которое в конце недели сжигали, забавы, катание на санях, гуляние, ну и, конечно же, сами блины. Ну а какие даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим далее. На календаре 28 февраля. Сегодня отмечается Масленица – День общественного сна. По народному календарю наступает День Анисима Овчарника. На Анисима зима становится безрогой. Считалось, что зима борется с весною. Кому идти вперед, а кому вспять повернуть. Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. В этот день открылось Вестминстерское аббатство. Готическая церковь в Лондоне – традиционное место коронации монархов Великобритании. В Петербурге открылся первый кадетский корпус. Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома, что позволило объяснить химические и оптические свойства атомов. За эту работу Нильс Бор был награжден Нобелевской премией. Американский химик Уоллес Хьюм Карозерс синтезировал полиамидную смолу. На ее основе было создано новое синтетическое волокно, которое получило название нейлон. В этот день родились Ани Жирардо, французская актриса театра и кинорежиссер. Виктор Туганаев, советский и российский эколог, писатель, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Татьяна Васильева, советская российская актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка Российской Федерации. Алла Сигалова, советский и российский хореограф, актриса, педагог, заслуженная артистка Российской Федерации. Дороти Стратон, канадская и американская модель, актриса. Именины сегодня отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья. Вот такие вот даты и события, связанные с сегодняшней датой. Ну а какие самые актуальные новости к этому часу, давайте посмотрим в нашем выпуске новостей. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию последние события к этому часу. Все центральные районы и больницы и медицинские учреждения столицы республики готовы принять беженцев, которые могут прибыть в регион из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщила вице-премьер, замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе отчета итогового правительства, в случае прибытия их разместят в Якутске, Мирнинском и Нерюнгринском районах. Минорганизация обследует их на COVID-19 и при необходимости вакцинирует против коронавируса. В связи с участившимися случаями распространения непроверенных сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также недостоверной информации в Якутии заработала горячая линия, операторы которой помогут проверить достоверность тех или иных сообщений, уточнить информацию об изменении цен, транспортном сообщении, в том числе авиаперелетам. Позвонить по номеру 8 800 160 59 можно уже сейчас. Напомним, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, публичное распространение под видом достоверных сообщений, заведомо ложной информации об обстоятельствах, предоставляющих угрозу жизни и безопасности граждан, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. С 2022 года размер финансовой поддержки районам республики увеличен на 14% по сравнению с прошлым годом. Введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых культур. Субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах арктических и промышленных районов в текущем году увеличились от 35 до 45 тысяч рублей на голову, а на поголовье кобыл с 1500 до 3000 рублей. Также по субсидии на молоко для организованных хозяйств будут действовать на повышенном уровне, как в прошлом году, 50 рублей на 1 килограмм. Возможность строительства индивидуальных жилых домов в рамках программы переселения из аварийного жилья появится в республике с этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Кирилл Бычков. Он отметил, что регион уже готов к реализации проектов по комплексной индивидуальной жилищной застройке. Отметим, что в Якутии уже реализуются первые проекты по данной программе. Так, в 2021 году в столице республики на переулке Базовой строят дома на общей площади около 3000 квадратных метров. Свыше 500 километров автомобильных дорог планирует ввести в республике в 2022 году, в год столетия якутской автономии. Отметим, что в прошлом году в регионе возвели 11 мостовых переходов в 5 районах, построили и отремонтировали 501 километр дорог, в том числе 232 километра региональных, 183 километра федеральных дорог, 38 километров местного значения и 48 километров в Якутске и его пригородах. В Алданском районе Якутии открыли новую горнолыжную трассу. По словам заместителя министра по физической культуре и спорту республики Александра Бугаева, склон Селигдар, несомненно, послужит развитию горнолыжного спорта, развитию массового спорта и зимнего туризма в Южной Якутии, а также займет одно из лидирующих мест в туристической отрасли Якутии. Бугаев поблагодарил администрацию района, золотодобывающую компанию «Полюс Алдан», холдинг «Селигдар» и руководителей предприятий, которые оказали содействие в строительстве горнолыжного спуска. В Хангаласском районе в эти выходные состязались мастера ледовых и снежных дел. Фестиваль по созданию ледовых и снежных скульптур в 11-й раз проводил этнотуркомплекс «Актем-парк». В последние 5 лет соорганизатором также является Якутский художественный колледж. В этот раз фестиваль посвятили якутской письменности. Участники должны были изобразить якутские дифтонги, слова и словосочетания. Участие приняли 28 мастеров из различных районов республики. А вот аномальные холода могут оставить бразильских фермеров без урожая кофе. Вполне возможно, что в этом году стоимость кофе тоже заметно увеличится. Подробности в следующем сюжете. Пожухшие листья и замерзшие ягоды. Именно так сейчас выглядит значительная часть кофейных плантаций в Бразилии.
Аномальные холода, пришедшие на этой неделе в тропическую страну, нанесли огромный урон местным фермерам. Нет сомнений, что плантации придется вырубать, вероятно, весьма радикально, до самого корня. Мороз был сильный, он поразил все листья и ветви. Лишь после кардинальной обрезки растения смогут восстановиться. По предварительным оценкам бразильских властей, от мороза пострадали от 150 до 200 тысяч гектаров кофейных плантаций. Это около 11% всех посадок арабики в стране. Однако некоторые фермеры говорят, что потеряли гораздо больше. На этой плантации погибли около 80% растений, на другой 50%, на третьей около 20%. В среднем по региону потери составляют 30-40%. Бразилия является лидирующим мировым производителем кофейных зерен. После заморозков на этой неделе цены на арабику выросли до максимума за 7 лет. И вполне возможно, что для конечного потребителя стоимость кофе в этом году тоже заметно увеличится. Судя по этому сюжету, скоро по утрам бодриться будет гораздо дороже. Да, кофе. Ты, кстати, какой кофе любишь? Растворимый или молотый? Который в турке варить. Ага, то есть все, Да. все по фэншую. Да. Но, друзья, еще можно взбодриться. Вот у нас сейчас потепление, весна. Можно взять в прокат или взять свои коньки и выйти на, например, на На лед? Да, на лед, то есть покататься немножко и получить заряд бодрости. Но Особенно, если ты подскользнешься, вот тут ты взбодришься по полной. это точно, но главное, чтобы без последствий. Поэтому соблюдайте все меры предосторожности. Во-первых, это, конечно же, защита головы в первую очередь. Ну, а теме льда наши юные хоккеисты, я думаю, все знают, считаются одними из лучших мастеров клюшки на Дальнем Востоке. Столь высоких позиций они добиваются тяжелым трудом и беспрекословным следованием советам и наставлениям тренера. Об одном из хоккейных тренеров Якутии мы вам сейчас расскажем. Я сейчас нахожусь в замечательном ледовом дворце Элейботур, где тренируются юные спортсмены. И сегодня мы с вами поговорим про профессию хоккейного тренера, в частности, про победу нашей сборной на играх в Новосибирске. Друзья, сейчас после массового катания вновь прошла машина. Машина, кстати, с ножами срезает верхний слой льда и сразу же заливает это все горячей водой. И уже буквально через 15 минут каток готов принять следующих желающих покататься. Вот. Но мы сейчас, кстати, хотели бы с Денисом еще пообщаться насчет тренерской работы. Денис, вы являетесь тренером, хоккейным тренером? Да, хоккейного клуба Тренируете? «Полярные волки». «Полярные волки». И в основном работаете с детьми? Да, с детьми, но также с любителями, с взрослыми. Но основная работа моя – это с детьми. Я занимаюсь вот уже 2022 год, 12 год, 13 год я уже занимаюсь тренерской деятельностью. В 2010-м закончил Сибирский государственный университет физической культуры в городе Омске по специализации хоккей, тренер по хоккею. Вот. И тружусь здесь, 15 лет уже. Недавно, вот, буквально недавно состоялись соревнования в Новосибирске, где ваша команда заняла золотую медаль, первое место. Можете поподробнее рассказать об этом? Да, с 11 по 14 февраля у нас проходил турнир в городе Новосибирск. Турнир называется «Сибириус». Вот, достаточно хороший турнир. Вот, команды были у нас с Приморья, команда была с Алтая, и также было еще 3 команды с Новосибирска. То есть, судя по счетам, можно сказать, что победа была легкой, но это совсем не так, потому что в 4 матчах из 5 у нас борьба была буквально до последних минут 3-го периода. То есть было ничего не ясно, то есть в какие-то моменты мы даже проигрывали, но в конце, в 3-м периоде у нас вот именно какой-то 3-й период волшебный был. То есть мы додавливали соперника и забивали именно в 3-м периоде в конце много шайб. И, скажем так, фортуна была на нашей стороне и удача. Ребята проявили невероятный характер. То есть в какие-то моменты очень тяжело было собраться, потому что заходили иногда очень курьезные шайбы в наши ворота. Но мы с Александром Сергеевичем Чернокнижным
старались очень сильно заряжать ребят, передавать энергию, вообще просто настроить их на бой. Последний бой, можно сказать. И все получилось, то есть ребята проявили характер, потому что, зная наших детей, они еще как нам треплют нервы с тренером, с Нерюнгри. Вообще иногда доводят нас до истерики, но тем и ценен этот вид спорта, он и дарит такие эмоции незабываемые. То есть все эти турниры с моими детьми, да, я их никогда не забуду, до глубокой старости буду вспоминать и вспоминать с теплом, потому что таких эмоций мне ничто не дарит. Поподробнее о составе команд. Я правильно понял, что это две команды с Якутска и с Нерюнгри. Они объединены в одну единую. Да, совершенно верно. У нас 12 человек с Якутска были и 5 человек с Нерюнгри. У нас сборная команды. Это уже не первый турнир. Мы уже порядка 3 лет ездим таким составом. То есть и всего один турнир выездной мы приехали без кубка. То есть везде мы занимаем призовые места. Это турниры были Благовещенские, в Старом Осколе, в Казани, в Владивостоке и вот сейчас Новосибирск. Ну, еще раз поздравляю вас с замечательной победой. И, спасибо. Может быть, какие-то пожелания зрителям, возможно, даже пожелания по поводу безопасности поведения на льду. Сейчас в городе Якутске открывается большое количество весенних катков, да? Может быть, несколько советов от вас. Ну, я вам советую, прежде всего, быть аккуратными. Смотрите по сторонам. Это очень важно, потому что много лихачей. Прежде всего, не поскупитесь на защиту, на налокотники, наколенники. Самое главное, шлем. Если есть возможность, возьмите на прокат. Если нет возможности, возьмите у друзей. Если нет возможности, найдите возможность. Вот так. Ну что, друзья, как всегда, это самое главное — безопасность, особенно на льду, особенно весной, когда светит солнце, и мы, якутяне, выходим из своих квартир на улицы. Друзья, ну что, мы желаем вам доброго утра, ну и, конечно же, отличного настроения. Ну вот тоже хороший, между прочим, способ взбодриться по утрам. То есть, друзья, берите на вооружение либо это кофе, либо это катание на коньках. Да, действительно, но еще можно не забывать, не нужно даже забывать про утренние пробежки, которые тоже очень хорошо поднимают тонус. А вот, например, случай произошел в Крыму, где житель села Чистенькое Дмитрий Бердников во время пробежки приютил собаку. Давайте узнаем все подробности. В тот день у Дмитрия был план пробежать 12 километров. И вдруг к нему присоединилась собака. Животное около часа не отставало от темпа мужчины. Дмитрий говорит, лапы короткие, а дух бойцовский. До этого места она пробежала уже 4 километра. И я уже понял, что она идет со мной. Побежали. Итак, собака пробежала с Дмитрием около 7 километров. Это около часа. Конечно, темп бегун немного сбавил, тем не менее собака показала очень достойный результат. Уже на 4-м километре совместного бега мужчина решил, что заберет животное себе. Бонька, в общем, ко мне прицепилась примерно аж за тем холмом. И за мной бежала неустанно все время. И примерно на этом месте я решил, что она не отстанет от меня, и поэтому уже начал ее, наоборот, подзывать и всячески подбадривать. Теперь собака, получившая кличку Боня, стала членом семьи Дмитрия и хорошо ладит с другими питомцами крымчанина. Я решил ее взять, потому что, во-первых, мне уже ее стало жалко, а во-вторых, я смотрю, что она таким же сильным духом, в общем, как и я. И очень похоже со мной по духу. Добренькая собачка, очень ласковая, всем нравится, прям стала друг и член. И стержень пока семьи. По словам Дмитрия, если найдется прежний хозяин, мужчина вернет хвостатого. Но если вдруг такового не случится, она будет жить у нас, подчеркнул Бердников.
Мало кто знает, что если, например, человек умер до назначения ему накопительной пенсии, то правопреемники могут унаследовать его пенсионные накопления. Если накопительная пенсия пополнялась также в рамках программы софинансирования или на нее был переведен материнский капитал, то стать правопреемником части этих средств можно, даже если умерший человек успел побыть пенсионером. Что для этого нужно делать, подскажет наш юрист. Всем хорошего дня. Сегодня мы поговорим о наследовании, а точнее о наследовании пенсионных накоплений. Итак, в Пенсионном фонде России по закону за счет средств пенсионных накоплений осуществляются следующие выплаты. Единовременная выплата, разовая выплата накопительной пенсии, ежемесячно бессрочно, срочная пенсионная выплата, ежемесячно в течение 10 лет или дальше в зависимости от выбора пенсионера. Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина. Итак, мы поговорим о последнем варианте. Правопреемники у нас есть, получается, по закону. Это наследники первой и второй очереди, да, это родители, дети, братья, сестры, да, и по заявлению. То есть можно оставить заявление и назначить своего правопреемника, то лицо, которое получит накопительную часть после вашей смерти по вашему заявлению в том размере, в котором вы хотите. Обратиться в правопреемник или наследник должен не позднее 6 месяцев с даты смерти человека в пенсионный фонд. Напоминаю, что пенсионные фонды у нас есть негосударственные. Нужно уточнить, куда обращаться, да, с этим заявлением. И в последующем, после обращения, вы прикладываете необходимые реквизиты, и ваше заявление рассматривается после истечения 6-месячного срока со дня смерти. То есть вот этот период прошел, потом пенсионный фонд рассматривает и отвечает в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения вам в письменном виде о том, положительный или отрицательный ответ по выплате. Не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате, деньги перечисляются вам на счет, ну или, возможно, по почте, если вы указали такой способ оплаты. Также необходимо учитывать, что специальный порядок имеет наследование части накопительной пенсии, если на нее был использован материнский капитал, наследует или отец ребенка, или, соответственно, даже несовершеннолетние дети, или дети совершеннолетние, но не достигшие 23 лет, которые очно обучаются. То есть вот эта часть, она наследуется в специальном порядке. Это тоже нужно учитывать при обращении. Пенсионный фонд Российской Федерации расширил перечень предоставляемых мер социальной поддержки гражданам. С 1 января этого года органы Пенсионного фонда Российской Федерации начали предоставлять россиянам отдельные меры поддержки, которые до этого назначали органы социальной защиты населения и Роструда. Теперь функции по ряду социальных мер переданы исключительно ПФР. Об этом подробнее мы поговорим с нашим гостем, начальником отдела установления социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия Алексеем Шамаевым. Алексей Федорович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот с Нового года Пенсионный фонд назначает и выплачивает некоторые меры социальной поддержки, которые ранее были в ведении соцзащиты. Какие это выплаты и сколько это примерно получателей? Как можно сказать? Давайте начнем. С 1 января 2022 года в соответствии с федеральным законом 409 ФЗ от 6 декабря некоторые меры социальной поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты, были переданы в полномочия Пенсионного фонда Российской Федерации. Это в общей сложности это около 35 мер социальной поддержки. Из них, которые имеют выплаты разового характера, и это единовременные выплаты, это ежемесячные выплаты и ежегодные выплаты. Эти все выплаты можно распределить по таким категориям. Это неработающие граждане, имеющие детей, это дети, инвалиды или инвалиды по медицинским показаниям, которым нужны необходимые автотранспортные средства. Либо и лица, подвергшиеся воздействию радиации, и военнослужащие, члены семей, и члены их семей, пенсионное обеспечение, которое осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации. В январе 2022 года мы выплатили ежемесячные пособия, ежегодные пособия около 7 тысяч граждан республики. Так, и хотел бы к этому обратиться к гражданам республики, сказать, что у нас поменялся порядок выплаты этих ежемесячных пособий в соответствии с федеральным законом 409 ФЗ от 6 декабря. Выплата пособий за текущий месяц будет выплачиваться в следующем месяце.
То есть за февраль 2022 года выплаты будут осуществляться в марте 2022. Мы всем гражданам республики, получателям ежемесячных пособий, ежегодных компенсаций, направили СМС-уведомление каждому получателю о том, что выплата будет осуществляться в марте. А вот среди переданных пособий и компенсаций есть ли для такой категории граждан, как семьи с детьми? Да, это единовременное пособие беременной женщине, жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Это ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Это ежемесячные пособия детям до 1,5 лет и единовременное пособие на рождение ребенка. Чтобы получать эти выплаты, мать или тот, кто сидит с ребенком, они должны быть неработающие? Да, они должны быть неработающими, либо по каким-то причинам, либо это индивидуальный предприниматель, который прекратил деятельность, либо нотариус, который прекратил деятельность, либо это может быть женщина, уволенная, то есть организация, которая была ликвидирована, это беременная женщина, не по зависящим причинам, либо студенты, которые обучаются в образовательных учреждениях в очном порядке. Вот гражданам, уже получающим выплаты, обращаться в пенсионный фонд не нужно. А вот тем, кому предстоит получать выплаты, куда нужно обращаться? Тем, которые, в течение декабря 2021 года и в течение этого месяца органы социальной защиты нам передали реестры по тем гражданам, которые были назначены, и мы им выплатили досрочно, как я говорил раньше. А те граждане, которые не смогли по каким-то поряду, каких-то причин обратиться в органы социальной защиты, либо не успели, либо по каким-то причинам никак не собрали документы, но у них есть право на ежемесячное пособие, они могут обратиться в территориальные органы пенсионного фонда, то есть в клиентскую службу по месту проживания за назначением ежемесячных пособий. А как узнать о статусе рассмотрения заявления тем, кто подал его после 1 января этого года? После 1 января 2022 года по всем обращениям, которые поступили в пенсионный фонд, мы будем высылать СМС-оповещение со статусом рассмотрения заявления. Если по заявлению требуется предоставление каких-то дополнительных документов, мы отправляем, что с СМС такого содержания ваше заявление вам необходимо в течение 5 рабочих дней предоставить документы. Далее идет список документов, которые необходимо представить. Либо по заявлению, которому уже было вынесено положительное решение, мы отправляем СМС с содержанием «Ваше ежемесячное или единовременное пособие назначено». Если это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, то указывается период. Вам назначено пособие и указывается период с какого по какого. Далее, если идет речь об отказе в назначении пособия, то тоже идет следующее СМС, идет со следующим сообщением, то, что вам пособие назначено и указана причина почему. И далее уведомление об отказе мы направляем по почте по адресу, которому указал заявление. Скажите, Алексей Федорович, а вот за назначением каких выплат можно обратиться в МФЦ? Это заявление, по которым касаются детей. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Это ежемесячное пособие ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. И единовременное пособие на рождение ребенка. А вот какие сроки осуществления выплат и мер социальной поддержки? У них, как я говорил, в соответствии с изменениями, которые пошли в порядок 668 от 4 декабря 2021 года, выплата будет осуществляться таким образом. Если идет речь о назначенном пособии, то выплата будет осуществляться в том же месяце, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. Последующие выплаты будут осуществляться
уже за текущий месяц в следующий месяц. То есть, если мы назначили ежемесячное пособие, например, в конце 25-26 февраля примерно, то выплату он все равно не успеет получить в этом месяце. Да? Он получит ее в марте, уже вместе с тем месяцем заплаты этого месяца, когда ему была назначена ежемесячное пособие. Вот эта тема достаточно такая обширная. Вот где наши телезрители, допустим, могут более подробно ознакомиться с теми мерами, с этой информацией, да. С мерами, которые были переданы. Да, которые были переданы в ПФР. О выплатах и вообще о необходимых документах, может быть, у вас есть портал какой-нибудь на сайте где-нибудь? Да, у нас есть сайт pfr.gov.ru, там есть раздел гражданам, и там есть раздел по меры, которые переданы были из органов соцзащиты. Там есть полный перечень всех мер, какие необходимые документы нужно предоставить. Также ссылка на единый контактный колл-центр, куда может позвонить любой гражданин, обратиться со своей просьбой и так далее. Большое вам спасибо за действительно полезную информацию. Я думаю, многим она как раз-таки пригодится. Ну, а мы двигаемся далее. Друзья, ну и через буквально некоторую небольшую паузу мы вновь продолжим наш эфир, где вас ждет тоже много чего интересного, поэтому оставайтесь с нами и не отходите далеко от экранов. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В 2022 году республика увеличит объем поставок социально значимых товаров в арктические районы. На эти цели в бюджете республики предусмотрено свыше 820 миллионов рублей. С учетом волатильности цен на рынках будут предприняты дополнительные меры. Самолетами Ан-2 завоз планируется в отдаленные населенные пункты 8 арктических районов. Отмечается, что в этом году также будет налажен завоз продуктов через Северный морской путь. Напомним, в 2021 году малой авиацией завезли продукты в 42 труднодоступных села Арктики. Именно это позволило снизить цены на овощи и фрукты и стабилизировать цены на продукты. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен в магазинах сети ДНС. Ведомство направило запрос в адрес компании, а также вынесло предостережение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба сообщает, что ведется постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые товары, наличие картельных ценовых сговоров или согласованных действий на рынке в отношении всех участников, от производителя до торговых сетей. Ежегодно в Якутии строится и реконструируется порядка 20 котельных. К теплоснабжению подключаются тысячи частных домов. Не менее 20 объектов планируется ввести в эксплуатацию и в этом году. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников во время прямого эфира отчета правительства. Работы выполняются в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Напомним, что в конце января правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение Якутии заемных средств Фонда национального благосостояния для модернизации и строительства котельных и тепловых сетей в селах. В селе Харабут Мегино-Кангаласского района построят врачебную амбулаторию в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также вице-премьер республики Ольга Балабкина сообщила, что в 2023 году стартует строительство второй очереди больничного комплекса с родильным и детским отделением на 45 коек в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Более того, в планах строительства в 2024 году врачебной амбулатории в поселке Нижний Бестях. В Якутии намерены расширить пункты передержки животных в муниципалитетах. Департамент ветеринарной службы республики разработал методику определения агрессивности животных. Методика направлена всем муниципалитетам для дальнейшей работы. Об этом рассказал вице-премьер Михаил Никифоров. Правительство республики также будет софинансировать строительство приютов в муниципальных образованиях. В Якутске же действующий пункт передержки животных намерены расширить. С начала года в пункт, расположенный по улице Очиченко, поступило свыше 1500 животных без владельцев. Помимо действующего пункта есть временный пункт передержки на территории автодорожного округа. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Доброе утро, друзья! Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». Мы продолжаем. В Якутске будут реставрировать здание Дома-музея Ярославского и мемориального Дома-музея Максима Аммосова. Это будет в рамках проекта «Сохраним
памятники. Кинокомпания «Сахафильм» объявила конкурс сценариев короткометражных фильмов в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Победители конкурса получат денежные призы, техническую поддержку от компании, а также возможность принять участие в республиканском фестивале короткометражных фильмов «Республика кино», который состоится в декабре. Подробнее об этом и других новостях культуры смотрите далее. Доброе утро! С вами «Культурные новости». Обзор самых интересных событий культуры в Якутии. Утверждена эмблема национального праздника Исэх-Алонхо, который в этом году состоится в Верхневилюйском Улусе. Автором эмблемы выступил уроженец села Намсы Верхневилюйского района, художник Геннадий Былков. На эмблеме Исэх-Алонхо 2022 года изображены образ матери реки Хатунбюлю и национальное украшение оберег, которое символизирует год культурного наследия народов России. 20 февраля стартовал отборочный этап республиканского вокального конкурса «Сулустар». Он продлится до 8 марта. Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Отбор участников будет проходить в Инстаграм, где претенденты должны будут выложить на личной странице пост со своим музыкальным номером и хэштегом «Сулустар2022». Победителя конкурса ждет денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Исторический фильм «Тагандархан» завоевал гран-при Российско-британского кинофестиваля. Награда была вручена режиссеру Никите Аржакову в Лондоне. Картина «Тагандархан» рассказывает о жизни одного из прародителей якутского народа, родоначальника хангаласского рода, который объединил различные якутские племена и кланы. Кинофестиваль СИФа проводится с 2016 года. В Государственном театре эстрады имени Юрия Платонова состоится первая премьера в этом году «Үлеюгер Таптал», приуроченный к 95-летию Эльдара Рязанова и 45-летию фильма «Служебный роман». Режиссер-постановщик Татьяна Чаранская, в главных ролях Ольга Спиридонова-Ника и Анатолий Горохов. Первый показ запланирован на 8 марта. С началом весны в республике начнется полноценная культурная жизнь. С 1 марта в полном объеме для посетителей возобновится деятельность государственных театрально-зрелищных учреждений, музеев, библиотек, выставочных залов. Соответствующий приказ подписал министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов. В селе Барагонцы у Салданского улуса открылся новый дворец культуры Тойон-Мюры имени Василия Никифорова. На площади 3800 квадратных метров размещены актовый зал, помещение для учебных занятий, библиотека. От всей души поздравляю усалданцев с этим радостным и поистине историческим событием. На этой позитивной ноте я завершаю выпуск. Желаю вам плодотворной рабочей недели. До новых встреч! В Ленском краеведческом музее открылась выставка, которая называется «Посудная лавка». В экспозиции более 200 экспонатов, собранных на территории Ленского района. Среди них и экземпляры, у которых целая столетняя история. Наш корреспондент побывала на выставке и изучила историю о посуде. Почти у каждого выставленного на обозрение экспоната есть своя история. Да и сама экспозиция представлена в исторической последовательности, начиная от глиняной посуды, заканчивая хрусталем Советского Союза. Например, это кружка из коры дерева, изготовленная старожилом Мухтуи Иннокентием Чупровым. А вот такие формы для выпекания пряников с оттиском двуглавого орла изготавливали до 1917 года при царской России. Латунными сковородами пользовались наши прабабушки и бабушки. А это уникальный термос тракториста-комбайнера. Их встраивали в кабину комбайна еще на моменте производства техники. Мы работаем на эмоции человеческие. Вот все, кто проходили во время оформления выставки, все говорили: у меня вот такая кружка, да, у меня вот такая тарелка, вот это вот из такого я ела там в детстве. То есть человек получает эмоции. Есть посуда, связанная с историческими событиями. Например, подстаканники. Этот посвящен освоению Советским Союзом космоса. А этот кувшин с олимпийским мишкой выпущен в 1986 году.
Есть посуда, которой более 100 лет. Этой тарелке 120. Мастера ее расписывали вручную. Уникальная посуда. Впрочем, как и каждый экспонат выставки, они отражают развитие посудного промысла, а также историческую память и ценность. Валентина Фирстова, Олег Сосмин, телеканал «Алмазный край». «Экспресс в прошлое». Цифровой туристический сервис «Руспас» представил новую подборку о железнодорожных маршрутах, где курсируют ретро-поезда. В обзор вошло 6 вариантов путешествий по России. Особое место занял Рускеальский экспресс, который может перенести пассажиров в атмосферу 19 века. Поезд на паровозной тяге курсирует в Карелии по маршруту Сартовала-Горный парк, Рускеала-Сартовала. Интерьер состава оформлен в стиле Николаевского экспресса. Он обставлен старинной мебелью, а в вагоне-ресторане играют на фортепиано. Экспресс возит пассажиров в горный парк с мраморным карьером, где добывали камень для строительства известных достопримечательностей Петербурга, в том числе Исаакиевский собор и Михайловского замка. Состав состоит из 5 вагонов и курсирует ежедневно круглый год. Какая красота. Да, я бы на таком прокатилась. Ну, а, кстати, самое время узнать, что нам на эту неделю готовит гороскоп. Может быть, некоторым знаком зодиака он предвещает путешествие. И на поезде. Да, может быть, даже на поезде. Овен. Если почувствуете, что мир состоит только из негативных людей, лучше сейчас отказаться от любого рода контактов. В конце концов, вы, дорогие овны, настолько самодостаточны, что и в одиночестве вам скучно не будет. Телец. С каждым днем ваша уверенность в себе будет расти. Личное обаяние, острый ум и развитый интеллект привлекут внимание других людей. Активнее используйте это время. Близнецы. Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяйственных дел. Нацелиться следует только на то, что происходит в собственной жизни. Если попытаетесь вмешаться в судьбу кого-то другого, ничем хорошим это не закончится. Рак. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях. Активно озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей. Если четко сформулировать и правильно донести мысль, она непременно найдет сторонников. Лев. Гороскоп на эту неделю призывает вас принимать во всем происходящем самое живое участие. Стоять в стороне или замалчивать личное видение той или иной ситуации значит добровольно отдать шанс на успех кому-то другому. Дева. Что посеешь, то и пожнешь. Это применимо для всех жизненных сфер. Конец этой недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не исключает, что девы будут вынуждены вырваться из мира фантазий и грез. Весы. Начните неделю с решения мелких и второстепенных задач. Активнее используйте помощь тех, кто сам предложит участие и поддержку. Такого рода партнерство, помимо практических результатов, отлично повлияет на настроение в целом. Скорпион. Время заняться собой появится к выходным. Астрологическая картина этой недели не исключает романтических знакомств, что поможет открыться второму дыханию. Еще одним источником вдохновения для многих из вас могут стать творчество, спорт и интеллектуальные задачки. Стрелец. На этой неделе нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем четче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. Избегайте людей, которые относятся с завистью к вашим успехам. Козерог. Удача на этой неделе сама бежит к вам в руки. Вам лишь нужно проявить предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога. Правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Водолей. Лучшие результаты принесет чуткий подход к близкому человеку. Тем, кто пока не нашел спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее займет в ней прочное место. Рыбы. Перед вами открываются заманчивые перспективы. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот из них, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Ну что, друзья, вот на такой радостной ноте, с такими хорошими новостями, пришло время заканчивать наш эфир. Но мы с вами попрощаемся только до завтра. С вами были Полина Долинская, Руслан Ачиров. Увидимся с вами завтра на каналах Якутия-24 и НВК Саха.